Добрый день, дорогие наши слушатели. Эфир Беренчи радио продолжает специальная программа «Евразийский экономический союз. Вместе против пандемии». У микрофона Ирина Егенбаева. Укрепление сотрудничества между странами в нынешних условиях, в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сегодня архиважный вопрос. Кстати, учитывая эпидемиологическую ситуацию, режим чрезвычайного положения будет продлен в городах Бишкек, Ош, Джалабад и Атбашинском районе Нарынской области, отметил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании Совета безопасности в узком составе. Такое решение было принято после выступления первого вице-премьер-министра Кубатбека Буронова и министра здравоохранения Сабирджана Абдикаримова с информацией о текущей ситуации. Они отметили целесообразность продления чрезвычайного положения в городах Бишкек, Ош, Джалабад и Атбашинском районе до 10 мая 2020 года включительно. На остальных территориях, где будет снято чрезвычайное положение, будет сохранен режим чрезвычайной ситуации. Правительству и всем государственным органам необходимо продолжить реализацию антикризисных мероприятий, рекомендованных Советом Безопасности. При внесении изменений в план необходимо учитывать мнение комендатур, предложения местных властей по послаблению для бизнеса, подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. Кстати, в странах ЕАЭС режим чрезвычайного положения также продлен. К примеру, режим ЧП в Казахстане продлен до 11 мая, в Армении режим ЧП продлен до 14 мая. Несомненно, коронавирус сегодня разрывает не только легкие человека, но и устойчивые международные связи. Сейчас много говорят о том, что пандемия может стать причиной проблем в Евразийском экономическом союзе. Сообщение между странами фактически прекращено, что может нанести серьезный удар по интеграционным процессам. Последствия пандемии коронавируса и возникшего в связи с ней экономического кризиса привело ли это к трансформации политических систем стран Евразийского экономического союза? Какие меры принимает сегодня это интеграционное объединение для обеспечения экономической стабильности? Эти и другие вопросы обсудим сегодня со специальным представителем правительства Кыргызской республики по делам в Евразийском экономическом союзе Алмазом Сазбаковым. Он на прямой телефонной связи с нами. Алмаз Замирбекович, добрый день. Добрый день. Алмаз Замирбекович, согласитесь, пандемия коронавируса так или иначе затронула практически все страны мира. Когда все отправляются на карантин, несомненно, экономика перестает работать, да? Прогнозы по развитию экономики страны в кризисных условиях сегодня, по мнению многих экспертов, неутешительных, хотя правительство страны разработало второй пакет мер поддержки бизнеса, который, конечно, сегодня предусматривает финансирование на 14 миллиардов сомов. Алмаз Замирбекович, как бы вы сегодня оценили эффективность борьбы с пандемией в рамках Евразийского экономического союза? Добрый день еще раз. Я бы хотел отметить, что на сегодняшний день страны по отдельности и сообща страны Союза принимают ряд мер, которые направлены на оперативное реагирование на распространение коронавирусной инфекции. И большинство решений в рамках Союза на сегодняшний день помогают стабилизировать экономическую ситуацию в Евразийском экономическом союзе и, конечно, имеют важное значение для населения стран Союза. Я бы хотел отметить, что на сегодняшний день у нас интенсифицировались встречи на всех уровнях, прошли порядка 6-7 заседаний на уровне вице-премьер-министров, 2 заседания на уровне премьер-министров и экстренное заседание на уровне президентов 5 стран. На этих заседаниях наши лидеры отметили о том, что необходимо выработать пакет мер, направленных на помощь и стабилизацию обстановки, в первую очередь, конечно, через действующие, существующие механизмы развития. Это через Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и развития. Хотел бы отметить, что по итогам поручений данных и президентами, и премьер-министрами на сегодняшний день Евразийская экономическая комиссия подготовлен проект поручения, который предоставляет
этим институтам, и ЯБРУ, и ФСР, право принимать оперативное решение об упрощенном порядке предоставления помощи в виде суверенных займов, в виде стабилизационных кредитов государством, членам, в виде грантовых средств на поддержку различных секторов. В первую очередь, конечно, это здравоохранение, производство продовольственных продуктов, ну и на другие направления. И ФСР, и ЯБР также должны на сегодняшний день принять решение о рефинансировании, реструктуризации кредитов и займов. И я бы хотел отметить, что это в первую очередь направлено на такое экономическое поддержание, на макроэкономическое поддержание бюджетов и макроэкономической ситуации стран Союза. Что же касается непосредственной поддержки населения, то оно на сегодняшний день выражается в принятии решений по обнулению ряда перечня товаров критического импорта. Это касается такая тарифная льгота в виде освобождения от всех ввозных таможенных пошлин до 30 июня включительно. Мы разработали, уже приняли и действует с 1 апреля на ряд очень важных продуктов для населения. Это в первую очередь преследует цель обеспечить продбезопасность. Я бы коротко хотел остановиться на этих продуктах. Это картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, рис, перец, рожь, разные крупы, соки, детское питание и, конечно, обязательно это включает в себя также медицинские изделия, направленные на борьбу с коронавирусом. Это средства индивидуальной защиты, это маски, полумаски, респираторы. Поэтому Евразийская экономическая комиссия на сегодняшний день первой своей задачей видит принятие мер, целью которых является оперативное реагирование на ситуацию. Алмаз Замирбекович, но согласитесь, вот в отношении Евразийского экономического союза, полноправным членом которого, конечно, является Кыргызстан, нет-нет высказывается критика, что вот в борьбе с коронавирусом не предпринимаются согласованные действия. Но вот вы отметили, что вот по отдельности, сообща, есть ряд мер на оперативное реагирование в борьбе с пандемией коронавируса. То есть сегодня можно с уверенностью говорить о том, что да, понимание между странами ЕАЭС в борьбе с пандемией есть, и сегодня есть все, скажем так, реальные возможности для того, чтобы устранить последствия от распространения COVID-19. Абсолютно верно. Конечно, мы не раз отмечали, наша позиция неуклонна, что даже в случае распространения этой инфекционной болезни, и мы все понимаем, что в странах очень тяжелая ситуация, свобода движения товаров должна оставаться приоритетом номер один для обеспечения продбезопасности. Тем более для таких стран, как Кыргызская республика, которая не имеет выхода к морю, и, к сожалению, мы очень сильно зависим от транспортных коридоров на пространстве Союза. Поэтому для нас, в первую очередь, конечно, ударило решение о введении определенных ограничительных мер на вывоз ряда продуктов из, скажем, из соседнего Казахстана, либо принятие мер, ограничивающих импорт или передвижение товаров внутри Союза, когда наши грузоперевозчики не могли полноценно доставить товары в Кыргызскую республику и наши товары в другие страны Союза или в третьи страны. Но эти вопросы мы оперативно решали и на сегодняшний день решаем как на системной основе, то есть мы принимаем решения на уровне Совета по недопущению таких ситуаций, так и в частном порядке. Каждый случай нами рассматривается отдельно, мы прикладываем все необходимые условия, все необходимые усилия на двусторонней основе для того, чтобы решить эти вопросы. Ну, и, конечно, немаловажным для нас
скажем, вопросом явилась ситуация, связанная с нахождением наших трудящихся, которые на сегодняшний день остались в государствах-членах Евразийского экономического союза. Это в первую очередь в Российской Федерации и в Казахстане. Если позволите, я могу вкратце остановиться по принятым мерам, которые позволили нашим мигрантам выйти из этой кризисной ситуации. В первую очередь я бы хотел отметить, что на основе переговоров в Российской Федерации приняты временные меры в сфере миграции и представлена возможность законного нахождения на российской территории ряду иностранных граждан, это в том числе и данная мера будет распространяться только на граждан государств Союза. То есть, если в период от 15 марта по 15 июня у граждан государств ЕС, это у наших граждан, заканчивается срок пребывания без регистрации или разрешения на временное проживание, то эти сроки автоматически продлеваются до 15 июня текущего года. Это все сделано для того, чтобы наши трудящиеся не переживали по поводу того, что будут депортированы. Принято четкое решение о том, что с 15 марта по 15 июня в Российской Федерации решение по депортации или административному выдворению не принимается. Поэтому до 15 июня эти временные меры будут действовать. Что касается Республики Казахстан, то мы также благодарны нашим партнерам, которые приняли такие оперативные меры, направленные на помощь нашим трудящимся. Это были продлены рабочие разрешения и сроки пребывания иностранных граждан до 30 дней. Также в Казахстане было принято решение о том, что к нашим гражданам административные меры воздействия приниматься не будут. То есть ни выдворения, ни каких-то административных штрафов не будет. Алмаз Замирбекович, мы с вами сегодня говорим о том, что может поддержать экономики Евразийского экономического союза в период пандемии, да? Помните, да, что в ходе Межправсовета ЕАЭС премьер-министр Беларуси призвал к дедоларизации торговли в Евразийском экономическом союзе. Но мне сейчас интересно, Алмаз Замирбекович, насколько это выгодно нам, насколько это выгодно Кыргызстану? Вы знаете, учитывая, что на сегодняшний день мы импортируем большую часть продуктов, и в нашей экономике импорт является достаточно существенным, и более того, 40% нашего экспорта приходится на страны ЕС, нам, конечно, очень выгодно на сегодняшний день обсуждать эту тему, но я вам сказал, что этот вопрос поднимается не только во время нынешнего кризиса. Этот вопрос он имеет достаточно глубокие корни. Сейчас просто о нем заговорили под более другим ракурсом, как какая-то антикризисная мера, но я бы хотел сказать, что на сегодняшний день уже ряд товаров импорта осуществляется в переводах на и российские рубли, и казахские тенге, и кыргызские сомы, поэтому это очень помогло нам не оказывать, чтобы это не оказывало очень большого такого давления на нашу экономику по выводу валюты из Кыргызской республики, это, во-первых. Во-вторых, это очень сильно бы повлияло на курс нашего сома. Вы знаете, что с момента проявления кризиса кыргызский сом девальвировал порядка 13%, поэтому я думаю, что этот вопрос, он актуален не только для Кыргызской республики, но и для всех
стран Союза. То есть правильно я понимаю, что это будет способствовать укреплению национальной валюты и национальной экономики в целом? Абсолютно верно, да. Угу. Алмаз Замирбекович, вот Евразийская экономическая комиссия приняла ряд экономических мер для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Вообще, вот какие шаги наиболее востребованы у нас в Кыргызстане? И такой вопрос, какие-то дополнительные меры могут понадобиться? Да, я думаю, что дополнительные меры обязательно понадобятся. Мы постоянно в контакте с бизнесом. Каждый день. Я думаю, здесь вы можете согласиться, что одна из мер – это сегодня упор на сохранение продовольственной безопасности Евразийского экономического союза. Верно, да. И я знаю, что этот вопрос стоит не только остро и, скажем так, актуально у нас в Кыргызстане, но этот вопрос стоит, скажем так, вот актуально во всех странах Евразийского экономического союза. Пожалуйста. Абсолютно верно, да. То есть обеспечение продбезопасности – это наиважнейшая тема для всех стран Союза. То есть это не только для Кыргызской республики, но также и для Казахстана, для Российской Федерации, Беларуси и Армении. И тут у нас нами принимаются совместные действия для того, чтобы эту продбезопасность обеспечить. Ну, как я уже сказал, кроме обнуления на ряд критически важных товаров, мы еще приняли решение о введении временного запрета на вывоз из стран Союза в третьи страны ряда продовольственных групп. Это и вот важные рис, крупы, мука, зерна из злаков, это готовые пищевые продукты из гречки, это и репчатый лук, чеснок, рожь. То есть все те продукты, которые мы используем в нашем повседневном обиходе, и нам очень важно, чтобы мы в первую очередь обеспечили сами себя. Во-вторых, это, конечно, максимальное обеспечение свободы движения товаров, чтобы те субъекты экономической деятельности, которые занимаются импортом из третьих стран и импортом из стран Союза, чтобы они могли полноценно свою деятельность осуществлять без каких-либо ограничений и барьеров. Для нас очень важно было, и это важная составляющая в обеспечении продбезопасности. И такой вопрос, Алмаз Замирбекович. Вот вы чуть ранее упомянули Евразийский банк развития, да? То вот у меня сейчас возникает вопрос, чем Евразийский банк развития может помочь экономике Кыргызстана в условиях пандемии коронавируса? Ну, может быть, это решение макроэкономических проблем стран-участниц? Ну, здесь необходимо разделить два вопроса. Первый вопрос – это краткосрочная помощь, то есть помощь в восстановлении экономики сразу после пандемии. И вторая – это долгосрочная помощь в качестве института развития. Наш уважаемый президент в 2019 году поднял инициативу о создании или учреждении особого института или фонда развития, либо реформирование существующих институтов, это Евразийского банка развития, для того, чтобы в будущем эти институты могли помогать выравнивать экономики стран Союза. Ну, скажем, ВВП на душу населения в Кыргызской республике не секрет, что является самым низким, и очень важно, чтобы были институты, которые будут помогать догоняющим экономикам реализовывать свои большие инфраструктурные проекты, реализовывать кооперационные проекты для того, чтобы у нас усиливались эти кооперационные связи между странами Союза. И мы этот вопрос поднимаем, сейчас этот вопрос рассматривается, создана специальная рабочая группа по реформированию этих двух институтов. Это что касается долгосрочного. Что касается краткосрочного, я уже сказал, что помощь будет в первую очередь направлена на поддержку бюджетов. Это будет предоставление суверенных займов, это и стабилизационный кредит, и, конечно, для нас очень важно, чтобы предоставлялись и расширились продукты по
по грантовым средствам на определенные сферы, но в первую очередь, конечно, это здравоохранение, чтобы мы могли менее болезненно выйти из этой кризисной ситуации. Мгм. Напомню вам, дорогие наши слушатели, что в эфире Беренчи радио специальная программа «Евразийский экономический союз. Вместе против пандемии». Напомню, что на прямой телефонной связи с нами сегодня специальный представитель правительства Кыргызской республики по делам в Евразийском экономическом союзе Алмаз Сазбаков. Алмаз Замирбекович, знаете, да, и слышали такую пословицу «друг познается в беде». Конечно, хочется верить в то, что роль Евразийского экономического союза будет только усиливаться вот именно в условиях коронавирусной инфекции и в условиях кризиса. Согласитесь, это востребовано как никогда. Насколько вот сегодня союзнические отношения могут повлиять на преодоление пандемии? А как я понимаю, союзнические отношения здесь, конечно, огромным образом влияют. Абсолютно верно, да, вы правильно сказали, что друг познается в беде, и мы считаем, что у нас в первую очередь союз, что Евразийский экономический союз это не только союз хороших времен, но и союз во время кризисных ситуаций, и практика это показывает действительно. Первые дни, когда эта пандемия нагрянула на территорию стран Союза, у государств-членов были желания в одностороннем порядке решать свои национальные проблемы, но мы сразу поняли и незамедлительно отреагировали, что все принимаемые решения у нас на сегодняшний день должны проходить консультацию среди государств-членов. Если мы что-то на сегодняшний день собираемся принимать, либо мы видим где-то определенную проблему, мы очень в оперативном порядке посредством видеоконференц-связи собираемся. И, как я уже сказал, вице-премьер-министр собирается чуть ли не каждую неделю. У нас есть особый совет, куда входят санэпидемиологи всех 5 стран. Они сообща работают и принимают меры для того, чтобы максимально эффективно сгладить эту кризисную ситуацию по врачебной линии, по линии поставки медоборудования. Эта группа показала очень свою хорошую эффективность, и мне кажется, это пример того, что сообща страны легче преодолеют кризис, нежели каждая страна по отдельности. Алмаз Замирбекович, ситуацию с пандемией премьер-министр Армении назвал испытанием для Евразийского союза. И, конечно, сейчас многие задумываются над тем, каким будет мир после снятия угрозы распространения коронавируса. Ну и, соответственно, вопрос, я, конечно, понимаю, что прогноз дело неблагодарное, но мы с вами прогнозом сегодня заниматься не будем. Тем не менее, вопрос у меня возникает, и я думаю, вы на него ответите. Что ожидает в том числе Евразийский экономический союз? Я думаю, что действительно такие кризисные ситуации, они позволяют нам оценить и посмотреть со стороны на ряд вещей, которые можно было бы изменить. Это мы сейчас еще более понимаем, насколько правильные принципы были заложены изначально. 4 принципа движения свободы товаров, капитала, трудовой силы и инвестиций. Поэтому мы считаем, что после завершения этой кризисной ситуации еще предстоит определенное время, когда наши страны, экономики наших стран будут восстанавливаться, и только в кооперации, взаимно помогая друг другу, мы сможем быстрее преодолеть эти кризисные явления. И мы считаем, что сейчас после посткризисной ситуации мы обязательно сядем и выработаем пакет мер по внесению изменений в договор
для оперативного реагирования. Это такая пандемия у нас на территории Союза оказалась впервые, и мы увидели, что, оказывается, к таким ситуациям надо быть готовым. Я думаю, что мы обязательно сейчас пересмотрим прогноз на 2020 год и меры, которые необходимо принять для того, чтобы и в краткосрочной, и в среднесрочной перспективе подумать о стабилизации ситуации на территории стран Союза для выравнивания, для улучшения ситуации, я бы так сказал. Поэтому, да, это испытание, и время покажет, как эффективно и как хорошо мы это испытание прошли. Но сейчас мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы наш союз оставался крепким и уверенно шел вперед. Алмаз Замирбекович, и такой вопрос. Решением Высшего Евразийского экономического совета Олег Панкратов назначен на должность члена коллегии министра по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии. И после его назначения в социальных сетях очень многие пользователи кыргызстанского сегмента социальных сетей задавали вопрос. Наши, имеется в виду те члены Евразийской экономической комиссии от Кыргызстана, вообще чем занимаются, как они вообще лоббируют интересы Кыргызстана? Вы вкратце можете сейчас рассказать, как идет защита интересов Кыргызской республики? Конечно, это, я думаю, очень хороший вопрос, и я должен принять критику относительно того, что у нас, у населения недостаточно информации о деятельности наших представителей в Евразийской экономической комиссии. Это касается не только наших министров, но и директоров департаментов, заместителей директоров департаментов. А на сегодняшний день Евразийская экономическая комиссия работает достаточно большое количество наших представителей. Но относительно вашего вопроса по министру, члену коллегии по таможенному сотрудничеству Олегу Михайловичу Панкратову, я бы хотел сказать, что Олег Михайлович, он очень человек опытный, стоял у истоков создания этого союза, когда еще Евразийского экономического союза в ныне существующем виде не было. Человек очень глубоко разбирается во всех вопросах, аспектах нашего союза. И я думаю, что его назначение принесет очень большой вклад в не только отстаивание интересов Кыргызской республики, но и в целом движение Евразийской экономической комиссии вперед и усиление роли. Что касается интересов Кыргызской республики, как наши министры защищают и что они делают для того, чтобы интересы граждан Кыргызской республики были защищены. В первую очередь, конечно, это касается выработки и отстаивания позиций на еженедельных заседаниях коллегии Евразийской экономической комиссии. Там принимается большинство решений, и после принятия решения на коллегии эти вопросы выносятся уже на рассмотрение вице-премьер-министров, дальше премьер-министров и президентов. Так вот, первая самая рабочая площадка, где проходят все баталии, это и является Евразийская экономическая коллегия Евразийской экономической комиссии. На коллегии как раз все министры из 5 стран предварительно обсуждают этот вопрос. Если какой-то вопрос очень важен для Кыргызской республики, задача наших министров донести до коллегии важность, плюс к этому аргументировать для того, чтобы правильно аргументировать, для того, чтобы этот вопрос прошел. И на сегодняшний день я думаю, что наши министры достаточно хорошо справляются со своей работой. Единственное, я бы хотел бы отметить, и это очень важная составляющая, что при создании Союза. Если можно, очень коротко. Да, страны договорились о том, что не будут сильно вмешиваться в
деятельность комиссии, потому что это Спасибо вам. международная организация. Да? Да, Алмаз Замирбекович, спасибо вам за то, что были с нами. Напомню, что это был специальный представитель правительства Кыргызской Республики по делам в Евразийском экономическом союзе Алмаз Сазбаков. Это была специальная программа. Оставайтесь на волне Беренчи радио.